Студия Второй Эверест. Присоединяйтесь, кто еще не присоединился к эфиру. Сейчас немножко настроек. И сможем с вами начать. Всем добрый день. Сегодня у нас с вами расклад, как будут развиваться ваши отношения. Давайте посмотрим. Всех приветствую, кто присоединился. Сейчас немножко поудобнее сяду. Да. Так, ну что ж, у нас сегодня общая тема расклада. Это как будут развиваться ваши с ним отношения, а также вы можете задать свои вопросы и получить на них ответы. Поэтому присоединяйтесь. Так, сейчас немножечко сделаем так. Мгм. У нас будет с вами 3 позиции, поэтому выбирайте каждую свою позицию и перейдем к раскладу. Так, сейчас уберем скатерть. Так, ну что ж, 3 позиции. Ваши с ним отношения, как они будут развиваться. Выбирайте каждую свою позицию. Первая, вторая, третья позиция. Всех приветствую, кто присоединился. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии. Да. Вам это ничего не стоит, и мне будет приятно. Так, ну что ж. 3 позиции отложу в сторону, мы переходим к первой позиции. Напоминаю вам, что у нас общий расклад, как будут развиваться ваши с ним отношения. Также напоминаю вам, что вы здесь можете задать свой личный вопрос, получить на него ответ. Так, ну что ж, первая позиция – это сигнификатор, что между вами сейчас происходит. Я вам хочу сказать, единички, да, кто смотрит, кто выбрал первую позицию, можете даже в чате написать, что я выбрала первую, либо просто поставить единичку. И давайте посмотрим. На самом деле, как бы сейчас уже, знаете, эта пара однозначно имеет историю, потому что у нас девятка жезлов, да, то есть прошли уже какую-то определенную историю, отношения могли развиваться. Вторая. Мгм. А, Отношения могли развиваться непосредственно начиная по страсти, да, и вот дошли до такой точки кипения, когда уже на самом деле непонятно, что с ними делать, и либо, как говорится, уже требуют перемен, либо на самом деле в десятку жезлов никто идти не хочет, да, потому что нужно брать какую-то ответственность. Ответственность за партнера, ответственность за партнершу. И на сегодняшний момент по девятке жезлов на самом деле отношения сложные, да. То есть, возможно, здесь еще такой момент быть, когда
прошлый опыт тяготит, да, то есть был прошлый опыт отношений, и на самом деле как бы отношения сейчас зависли. Зависли и никуда не движутся, да. Кому-то бы уже, особенно мужчине, взять ответственность за эти отношения и пойти уже дальше, но, к сожалению, этого не происходит. Мужчина по двойке жезлов стоит на выборе. Моя, не моя, нужно мне это, либо не нужно, да. То есть здесь как бы как-то м, нет вот такого огромного желания как бы быть с этой женщиной навсегда. А, с Что касается непосредственно женщины, да, каким образом она относится. Она вроде бы как бы старается, делает вид, что на самом деле как бы ее все устраивает. И в принципе, если мне комфортно, то мне комфортно, да. То есть здесь есть определенная зона комфорта, конечно, да. Но хотелось бы по десятке пентаклей, чтобы эти отношения перешли уже, конечно, в более серьезные отношения. Это такие, как жить под одной крышей, либо допустим, выстраивать, допустим, уже, чтобы мужчина сделал предложение. Но мужчина как бы не телится. Поэтому женщина пока довольствуется тем, что есть. Это что происходит на сегодняшний момент. Ну, давайте посмотрим, как будут развиваться ваши отношения в течение ближайших 3 месяцев. Чего мужчина хочет? Да? Чего мужчина хочет, чего он желает? Посмотрим. Ну, мужчина желает, чтобы было все по его, да. То есть хочу, в принципе, делаю, хочу, не делаю, да. Чтобы мне предоставили право выбора, что я должен делать. Чего хочет женщина? А женщина хочет, чтобы по королю Пентаклей мужчина уже взял ответственность. И, естественно, как бы, да, здесь такой момент, мало того, что взял ответственность, еще и, знаете, как бы взял и финансовые обязательства еще на себя. Ну, будет ли так в этой паре в ближайшие 3 месяца? Я вам хочу сказать, что идея такая есть, но а, отношения будут сохраняться более на такой страстной ноте. И, знаете, по девятке Пентаклей каждый будет все-таки при своем. Да? У каждого будет определенная своя зона комфорта. Ну вот того, чего хочет женщина, на самом деле, как бы в ближайшие 3 месяца не будет. Да. Да, мужчина здесь, я вам хочу сказать, очень консервативен, да. Он может быть, допустим, мог быть в браке, да, и уже поэтому по девятке жезлов его пугает тот опыт, который он получил в прошлом браке, и поэтому не торопится как-то идти в новое, да. Здесь по четверке по императору все-таки есть определенная у него стабильность, да, и вот, да, мечты, может быть, и есть, мечтает о каком-то будущем, но старается все-таки держать женщину на расстоянии. Давайте возьмем вам совет, да. Как вам лучше себя вести для того, чтобы ваши отношения вышли на тот уровень, который вы хотите? Ну, однозначно, если так быть не может. По башне что-то нужно обязательно разрушить, от чего-то уйти. От чего стоит уйти? От конфликтов. Да? Есть, может быть, в этой паре какие-то конфликты, которые остаются, знаете, вот высказали друг другу свою точку зрения и остались каждый при своем. То есть никто, ни один, ни второй человек не прислушался к мнению другого и оставили все как есть. И, соответственно, заново эти конфликты возвращаются в вашу жизнь. К чему нужно больше прийти? Ну, вот как раз к равноценному обмену и к диалогу. По шестерке Пентаклей это должен быть диалог, будем так говорить, по душам. Что тебе нравится, что тебе не нравится. Да? Здесь нужно посмотреть, как говорится, и своему партнеру в глаза, и плюс ко всему отойти вот именно от каких-то резких конфликтных высказываний. Проще сесть за стол переговоров и все-таки сказать, что кому нравится, а что кому не нравится. Поэтому здесь вам совет. Если вы, ну, с учетом того, что вы и так дозированно даете какие-то чувства своему мужчине, потому что здесь женщина себя тоже любит, да, но я вам хочу сказать, что именно диалог в вашей паре решит все. Вот такая у нас была первая позиция. Да, только спокойствием можно будет эти отношения привести к браку.
Так, ну что ж, давайте посмотрим с вами вторую позицию. По второй позиции. Смотрим вторую позицию. И что сейчас происходит в паре? Ну, я вам хочу сказать, встретились два эгоцентрика, да. У каждого есть свое «хочу». Хочу, чтобы было так и никак иначе. Здесь мужчина может быть эгоцентриком, здесь и женщина может, знаете, как бы внутренний ребенок кричит о том, что я хочу вот это получить здесь и сейчас, и меня, в принципе, не волнует, каким образом это будет. Дело в том, что женщина на самом деле как бы здесь немножко подзакрыта от мужчины, да, подзакрыта. По верховной жрице есть у нее какая-то своя тайна, есть какая-то у нее, может быть, даже своя боль, которую она не открывает, да, что-то ее все-таки беспокоит. И я вам хочу сказать, что здесь мужчина как бы, да, мужчине тоже. Мужчине на самом деле здесь тяжело. По десятке жезлов, да, хотелось, чтобы это было, будем так говорить, десятка кубков, да, но как-то не получается, а все выходит по десятке жезлов. То есть либо женщина здесь пытается мужчину пригрузить какими-то обязательствами, а он как ребенок говорит, что ну, не хочу пока на себя взваливать вот эти все обязательства. И женщина здесь закрывается, да, закрывается и где-то в глубине души, может быть, интуитивно понимает, считывает вообще своего партнера, но старается это ему вообще как бы не диктовать и не показывать. Ну, давайте посмотрим, какие вообще в ближайшее время цели, какие цели у вашего партнера на построение отношений с вами. Ну, для него важно, чтобы огонь горел, да. По кексу, по легкости, не бравший на себя ответственность, да. Хочется как-то все облегчить, потому что на сегодняшний момент такое ощущение, что мужчина как под гнетом, да, под каким-то давлением вашим. Чего же хочется вам на самом деле, да? А вам хочется ценности, да, чтобы на самом деле мужчина оценил, насколько вы хороши, насколько вы ценны для него, да, и вам хочется, чтобы вот он вот это видел, да, насколько вы яркая. Здесь я вам хочу сказать, на самом деле, девушка огненная, девушка такая, или женщина, или девушка, достаточно такая по королеве жезлов, которая может, в принципе, все сама, да. То есть я все сама могу, я все сама могу достичь, но, в принципе, тогда зачем ты мне, да? Здесь такой вопрос еще возникает в голове. Поэтому возникают даже такие какие-то мысли по поводу того, если все это не прекратится, то, возможно, даже и стоит пойти во что-то новое, да. Либо эта пара, как говорится, пройдет преобразование, либо же необходимо уйти во что-то новое. Ну, давайте посмотрим в ближайшие 3 месяца, на что вы можете рассчитывать с этим мужчиной в паре. Ну, знаете, здесь будет много слов. Много слов со стороны партнера, что я сделаю, да я могу, да я вот, знаешь, да я. Да. Очень много я, очень много эгоцентризма, но в итоге как бы действий от вашего партнера, к сожалению, не будет. И вы столкнетесь с тем, что необходимо будет уже положить на весы все за и против по тому, как развиваются ваши отношения. Да. То есть посмотреть, что вы можете как бы э, принять, а что все-таки вообще не стоит даже и принимать. Давайте посмотрим вам совет здесь. Займитесь своей деятельностью, да. На сегодняшний момент как бы сфера ваших финансов, либо сфера вашей работы, она требует от вас огромных усилий, огромных вложений. Причем ваш труд должен уже вот-вот принести хорошие результаты, да, потому что по дьяволу это, как всегда, это, знаете, это какие-то бонусы, да. И поэтому ваше мастерство, оно уже вот-вот должно принести результат. Как только вы будете растрачивать свою энергию непосредственно на восстановление, либо на движение
в отношениях, да, своих, да, то здесь эмоционально вы на это все подсадите. Это энергозатратно. Поэтому для того, чтобы не тратить свою энергию, необходимо ее сейчас сфокусировать больше на работу, на повседневные какие-то дела, которые в дальнейшем приведут к хорошим результатам. А мужчина в любом случае, как бы, да, а, если не уйдете в треугольник Карпмана, он, соответственно, как бы здесь, ну, здесь в любом случае этот треугольник будет, потому что мужчина как бы не готов. И вы это сами понимаете, по Верховной Жрице уже сами к этому давно приходите, что эти отношения требуют трансформации. Если не будет трансформации, то, в принципе, не стоит и продолжать. Поэтому не тратьте свою энергию, потратьте эту энергию непосредственно на себя и на то, что важно для вас в жизни. А мужчина, ну, не будет, это будет другой. Это была у нас вторая позиция. А мы переходим к третьей. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте писать комментарии под видео. Все ваши комментарии я читаю. Мне будет интересно посмотреть. Да. Ну что ж, смотрим третью позицию. Что сейчас? Ну, сейчас, знаете, как бы каждый отстаивает свое место под солнцем. По семерке жезлов есть такой момент, что может даже кто-то кого-то периодически забрасывает в блок. Да? В паре присутствует такой момент, что пытаются создать определенные границы, да, чтобы никто не вторгался в них. Со стороны мужчины, знаете, такое ощущение, что вы от мужчины ждете каких-то действий. Все время считается, что его нужно подпихивать и подталкивать, да, что сам он не принимает каких-то решений. Мужчина такой интересный, да, сам по себе такой юркий, как сказать, изворотливый. Может, тут наговорил чего-то, тут чего-то сделал, тут 50 на 50, фигура тут, фигура там, да. То есть по семерке жезлов есть какое-то такое, как, знаете, как недоверие к этому человеку, потому что может говорить одно, а делать совершенно другое. Может вообще как бы, знаете, как-то есть определенное такое перетягивание каната, да. То есть как только вы пытаетесь, может быть, стать, как-то позиционировать себя выше, так сразу как-то этот мужчина начинает, знаете, такое ощущение, как атаку против вас. И, соответственно, здесь происходит по отшельнику отдаление друг от друга, да. То есть опять каждый идет своим путем. То есть у каждого здесь в паре есть свой путь. Но люди как-то пытаются сфокусироваться. Ну, давайте посмотрим, какая цель у вашего партнера. Ну, у вашего партнера легкие отношения по шестерке жезлов, чтобы на самом деле им гордились, его хвалили, да, его прям холили и лелеяли, да. Этот мужчина может любить за любовь к себе. Какая же цель у вас? Ну, я вам хочу сказать сразу, вы с этим человеком не планировали, конечно, каких-то долгосрочных отношений. Здесь по третьей позиции могли, знаете как, познакомиться, да, для того, чтобы приятно провести время, как-то развеяться, но в дальнейшем этот мужчина как-то запал вам в сердце. То есть изначально вообще никакого акцента на него не делали. Вы себе цену знаете, и поэтому здесь, знаете, такой момент был, что, ну, пока пусть будет этот. Но этот мужчина как-то, знаете, на самом деле завел в определенные иллюзии, позволил тому, чтобы вы влюбились в него. И на сегодняшний момент вы как бы чувствуете, что вы к этому мужчине привязываетесь. Давайте посмотрим в ближайшие 3 месяца, как будут развиваться ваши отношения. Ну, я вам хочу сказать, что здесь вам понадобится терпение, да, а мужчине на самом деле предстоит работа. Готов ли он будет на ежедневной основе, еще перед выбором стоит. Что-то делать для вас мелкими шагами, очень мелкими. Почему вам и понадобится вот это терпение, да? Потому что мужчина очень медленно будет идти. И ощущение будет такое, что на самом деле еще чуть-чуть, и все лопнет мое терпение, и все пойдет
как бы прахом, да, потому что я себе цену здесь знаю. А, Требуется переход, но он будет медленный. И в ближайшие 3 месяца такого ощутимого перехода вы как бы не почувствуете, да, не почувствуете. Здесь очень медлительно мужчина будет вкладываться. Ну, сейчас почему еще нет вот таких вложений? Потому что на самом деле есть определенные ограничения, и мужчина, знаете, как бы ограничен может быть в каких-то финансах, может, знаете, надеяться на какое-то лучшее время, да. Но поговорив с ним, да, мужчина может здесь выходить уже на другой уровень, тем более, что по королеве Пентаклей вам это будет нравиться даже, да. Поэтому стоит все-таки с ним, а, если вас что-то не устраивает, поговорить. Но поговорить, знаете, в традиционной какой-то манере, без каких-то резких высказываний, потому что мужчина, знаете, станет обороняться. Он сам по себе такой немножко ярый, да, ярый оборонитель своей жизни. Да, цену себе тоже знает. Поэтому вам совет здесь такой. Если вам на самом деле этот мужчина нравится, наполняйте его, да. Наполняйте его теми эмоциями, которые у вас есть, и эти эмоции сколыхнут его внутреннее состояние и позволят ему двигаться к вам, потому что он немножко от вас подзакрыт. Если вы в него подвлюбились, то он еще как-то, знаете, еще на стадии того, чтобы, как говорится, подвлюбиться. То есть здесь больше привязанность идет ваша, нежели вашего партнера. И для того, чтобы, знаете, как бы раскрыть его сердечко, потому что оно закрыто еще, да, сердечная чакра по 4 пентаклей закрыта, необходимо по 10 кубков все-таки, знаете, сначала что-то отдать. Отдать свои эмоции, отдать свои чувства, отдать свою любовь, и тогда, возможно, мужчина откроется, да. Да, колесо фортуны однозначно успех будет. Вот такая была у нас с вами третья позиция. Кто не успел прослушать все 3 позиции, можете перемотать видео вперед и, соответственно, выбрать для себя подходящую позицию, та, которая вам будет интересна. Так, ну что ж, если нет индивидуальных вопросов сейчас, да, то на сегодняшний день я с вами попрощаюсь. И встретимся тогда с вами в следующем эфире. А вы были в студии Таро Эверест. С вами была ваш таролог Елена Ларис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи.